Сегодня в храме на Сыктывкарском кладбище состоялось прощание с Евгением Плаксиным, одним из лучших хирургов в истории медицины нашей страны. На его счету сотни спасенных детских жизней, десятки последователей и без малого 60 лет в операционном зале. Евгений Дмитриевич поставил на ноги детскую хирургию республики, проводил уникальные операции, которые позже вошли в медицинские учебники, а еще практически повторил подвиг Михаила Ломоносова, пешком отправившись за знаниями из глухой деревни в Сыктывкар. Анна Зубарева о биографии по-настоящему выдающегося человека. Евгений Дмитриевич Плаксин посвятил всю свою жизнь хирургии. Внешним толчком чего стали хворь и собственные немощи. Как говорил сам Евгений Дмитриевич, он не знал как такового детства. Родился нездоровым ребенком с врожденным заболеванием костно-суставной системы. До 4 лет жил с вывихом бедра, пока отец не увез маленького Женю в Архангельск на операцию. Домой привезли гипсовые повязки, поясница и левая нога. Глухая гипсовая повязка. Я не мог по-настоящему ходить, конечно. Это сказывалось, наверное, и на характер, и на поведение мое. По крайней мере, мне, конечно, было очень трудно ходить. Он так и жил в постоянной борьбе за право быть не хуже других. Прихрамывая, ходил в школу за 5 километров от дома. С 11 лет работал в колхозе и помогал матери вести хозяйство, потому что остался единственным мужчиной в доме, когда отца забрали на фронт. В колхозе некому работать. На войне все были мужчины? На войне меня заставляли в 11 лет за плугом ходить. Да. Плуг-то держать мне было трудно. Как капризная лошадка, так меня плуг в одну сторону, в вторую сторону. А мама у меня бригадиром была, так, не всегда принимала работу как следует и заставляла повторно все это пройтись. Мама Жени была из рода староверов со строгими нравственными устоями и правилами поведения в обществе. Привычка к упорному труду и повышенная требовательность к себе передались от нее и детям, за что Евгений не раз потом был благодарен своей родительнице. После окончания Вашгородской неполной средней школы Женя решила учиться на фельдшера. Образ человека в белом халате звал в мир большой мечты и больших свершений. Всю жизнь был благодарен тем докторам, которые в 4 года поставили его на ноги. Однако, чтобы добраться до Сыктывкара, 15-летнему мальчику с больной ногой пришлось идти пешком. В день выходило по 50 километров. Другого варианта выбраться из деревни не было. После фельдшерско-акушерской школы он закончил Архангельский медицинский институт. Оперировать как хирург Евгений Дмитриевич начал рано. Будучи студентом 5-го курса, уже помогал проводить операции. После учебы его направили в Прилузье, где случалось всякое. Вот летом 1963 года в районной больнице Прилузья из деревни Беляевской доставили ребенка в возрасте 3 лет с диагнозом огнестрельное ранение головы. Тут происшедшее следующее. Старший брат, школьник, имел самодельный пистолет. Зарядил его металлическим стволом, порохом и круглым металлическим шариком и выстрелил брату 3-летнему ребенку. И ведь решился на такое дело, которое я не имел никакого права, потому что это не тот уровень подготовки, как хирурга. И вот после решился в буквальном смысле слова на мое счастье, на счастье ребенка. Скальпелем мы вскрыли затылочную кость, попали точно, пулю убрал. И ребенок через некоторое время в буквальном смысле пошел на своих ножках. Плаксин практиковал хирургию человеческую, не принимая равнодушия к врачебному долгу. Он помнил пациентов в лицо, держал в памяти подробности операционного и послеоперационного периодов. Его труд, как и работа всякого хирурга, был часто сопряжен с глубокими душевными страданиями. Через 4 года работы в Прилузе Евгений простился с коллективом районной больницы и уехал повышать квалификацию в Ленинград. По возвращению в Сыктывкар он уже стал работать в хирургическом отделении Коми-республиканской больницы. Его специализация – дети. В историю тогда вошел один из редчайших случаев своего периода. Это случилось в 1979 году. Дочке было 3 недели.
И вдруг ночью она стала плакать. И я вызвала скорую. Не так ребенок плачет. И приехал врач, видимо, фельдшер, женщина пожилая уже такая в возрасте. И она сразу говорит: везем в больницу, в республиканскую, в детскую больницу. Оказалось, что у новорожденной Наташи Кривошеиной аппендицит. Его быстро диагностировал Плаксин, когда даже у взрослого человека недуг в то время было трудно определить. В должности заведующего детским хирургическим отделением и главного детского хирурга республики Евгений Дмитриевич проработал в течение 20 лет. Отдал врачебной деятельности без малого 60 лет. За это время выполнил более 7 тысяч операций, порой очень сложных и нестандартных. За все время работы врач лично подготовил более 40 хирургов, которые составили кадровый корпус детской хирургической службы Республики Коми сегодня. Вот краса и гордость детской республиканской больницы. В последний раз наша съемочная группа встречалась с Евгением Плаксиным ровно год назад. В декабре 2019-го на новогоднем приеме ветеранов труда в администрации главы. Тогда он вспомнил про уникальный случай из своей практики, когда у 3-летнего ребенка обнаружили, что желудок находится в грудной клетке. Плаксин тогда в очередной раз сотворил чудо, вернул на место. Один из его коллег этим опытом поделился в известной ленинградской клинике. Ребенок начал ходить, питаться, нормальная работа желудочно-кишечного тракта. Ребенок растет, и он решил показать Баирову, клиника Баирова в Ленинграде, да. Там не верят. Не может быть такое. Но он там все показал, рентгеноснимки, ход операции. Сегодня в специальных исторических справках можно прочитать, что Евгением Плаксиным в процессе организации и становления Республиканской детской хирургической службы были лично внедрены в повседневную практику многие методы оперативных вмешательств. Практически во все разделы детской хирургии. За этими сухими канцелярскими строчками скрываются сотни и даже тысячи спасенных жизней. Его не просто так называют одним из лучших хирургов истории медицины не только республики, всей страны.